Бюджетное учреждение Тампонского района Якутии задолжало предпринимателям свыше 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. Учреждение заключило договоры на поставку товаров и оказание услуг с 8 хозяйствующими субъектами. Предприниматели исполнили обязательства, однако оплату в установленный срок не получили. Прокуратура внесла руководителю учреждения представление об устранении нарушений закона. Отмечается, что в результате задолженность перед предпринимателями погасили в полном объеме. Мошенники обманули кассира АЗС и украли деньги под предлогом поставки оборудования в Алданском районе Якутии. По информации МВД региона, когда потерпевшая, работающая кассиром АЗС, находилась на работе, ей позвонил мужчина и сообщил, что поставщик осуществил поставку оборудования для заправочной станции. Также злоумышленник сказал, что по распоряжению руководителя женщине необходимо срочно оплатить поставку деньгами из кассы АЗС. Не давая времени на раздумье, мужчина сообщил, что сейчас с ней свяжется бухгалтер, и попросил номер ее мобильного телефона. Действительно, почти сразу ей перезвонила девушка и продиктовала номер карты для перевода денег. В правдивости истории кассира убедила то, что звонившие знали полное имя ее начальника. Женщина поверила, что выполняет его поручение. После перевода денег пострадавшая не смогла дозвониться до лжепоставщиков и обратилась в полицию, поняв, что стала жертвой мошенников. Водителя катера, пассажирка которого утонула при столкновении судна с подводным камнем летом этого года в Абыйском районе республики, приговорили к исправительным работам. По информации пресс-службы прокуратуры региона, в июле этого года катер с навесным мотором столкнулся с подводным камнем на реке Уиндина, направляясь из поселка Саганах в сторону поселка Белая гора. В результате судно затопило, а одна из пассажирок погибла. В ведомстве отмечают, что подсудимый осуществлял перевозку людей на незарегистрированном маломерном судне без номеров, не имея права на управление им, превысив допустимое количество пассажиров вместимости и не обеспечив их спасательными жилетами. Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Житель Усть-Майского района подозревается в краже денег. По сообщению МВД региона, потерпевший выпивал со своим приятелем. Подозреваемый воспользовался тем, что во время застолья хозяин дома заснул и с помощью мобильного банка украл с его банковского счета около 40 тысяч рублей, после чего скрылся. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. В его отношении возбудили уголовное дело. Недобросовестному приятелю грозит срок до 6 лет. По материалам проверки прокуратуры Горного района возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. В ведомстве сообщают, что между администрацией Атамайского наслега и субъектом предпринимательства был заключен муниципальный контракт на строительство многофункционального центра в селе Бяскёль. Цена контракта составила 5 миллионов рублей. Впоследствии между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ и справка об их стоимости, на основании которых подрядчику из местного бюджета деньги по контракту перечислены в полном объеме. Однако в ходе проверки установлено, что по объекту ряд работ не выполнен. При этом должностные лица администрации поселения, достоверно зная об этом, подписали акты, содержащие в себе ложные сведения. В результате бюджету муниципалитета нанесен ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей. По результатам проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уголовное дело возбудили в отношении водителя автобуса, который вышел на маршрут в состоянии опьянения в Якутске. Об этом сообщает прокуратура региона. Обвиняемый, будучи ранее уже привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, с лишением права управления ими на 1,5 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на маршрут пассажирского автобуса и осуществлял перевозку пассажиров по Якутску. Проверка показала 0,91 мг на литр. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд. В Рязанской области перевернулся рейсовый автобус. В результате погиб водитель и несколько пассажиров. Следственный комитет сообщает, что ночью 25 декабря водитель автобуса с сообщением «Москва-Волгоград», не справившись с управлением, совершил съезд в кювет, вследствие чего произошло опрокидывание автобуса. В результате происшествия погибли находившиеся в салоне автобуса 3 пассажиров и водитель. 13 пассажирам причинены травмы различной степени тяжести. Пострадавшие пассажиры автобуса, среди которых 5 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, помещены в районную больницу для оказания медицинской помощи. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.